Всем привет! Новый формат влогов, где я показываю свою жизнь и все кринжовое закулисье. Они с детьми, они работают. Приходится улыбаться, делать вид, что все хорошо, все круто, я счастлива. Начнем мы нашу историю с небольшого катания на каное. Всем привет! Мы пришли на съемочку. Где это? Озеро. Вот такие съемочки. А, это надо. Как у вас настроение? Нормально. О, у вас подходит жилетка. Это когда мы катаемся на вручную сделанной лодке по озеру, такому небольшому. Это не Таиланд, на минуточку. Это Кыргызстан. У нас вот такие даже места есть. Я в шоке. Съемка у нас с мамой закончилась. Сейчас мы пойдем забирать папу. Сюда, был, Красота. лечь. Еще когда тонуть будем, скажете, ладно? Не надо Вот так вот все фотосессии проходят. Вот моя команда. Ну, команд голову. Я папу сниму. Где и сколько это стоит, я оставлю контакты в описании. Сохраняйте, то бишь лайкайте, чтобы в следующем году и в следующем году всегда можно было найти и съездить. Через пару месяцев меня пригласили на свадьбу, моя родственница, собственно, с которой я там и познакомилась. А учитывая то, что меня не было 2 года, я пропустила все самые важные мероприятия моих близких, я планирую отжигать на танцполе. Biz көптен көтерген бүгінгі қоғамда тұрамыз. Боже, невеста с мужем так гармонично смотрится. Бесконечного безбедного счастья. Гости дорогие, давайте пожелаем счастья. Честно говоря, это первая свадьба, на которую меня пригласили как, специально, как индивидуума, а не хост родителей, который сидит там за детским столиком с детишкой, а не как фотограф, видеограф, здравствуйте. То есть уже мое поколение, ровесники, выходят на новый этап, уровень жизни. Такой взрослый себя почувствовал, знакомство с дружками. Я раньше на такие столики смотрела, как что за амбалы. Они с детьми, они работают. Почти старики. Знаете, я поняла. Я все время что-то понимаю. Я полностью решила отстраниться от социальных сетей. Я удалила Инстаграм. Вообще творческим людям очень сложно. И мы съедаем себя сами. Для человека, который творит что-то, часто нет отдачи обратной. И ты такой, а для кого я это делаю? Какой-то ненужно, наверное, себя чувствуешь. Как я услышала в песне, трудно говорить, когда тебя не услышат. Конечно, будет глубокая депрессия, но какое-то время люди держатся. Ладно, и потом уже все, сдаются. Такое бывает. От неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Кстати, я же удалила Инстаграм. Я освободила место для реальной жизни. Уже начала замечать, что когда я открываю камеру сториса, когда маски не срабатывают сразу, я вижу свое реальное лицо.
у меня такая тревожность появляется. Мне не дают уже тех ощущений Инстаграм, что раньше. Самоутверждение, подтверждение, что я красивая, продуктивная, энергичная, талантливая. Знаете, я как будто ждала этих комментариев каждый раз, когда фотографировалась. Вот сейчас я сфотаюсь, вот сейчас я комментарий получу. Не хочу жить по шаблонам других. Хочу свой сценарий жизни. Благодаря Инстаграму в детстве я без страха показывала внутреннюю себя. Знаете, вся такая активная, разговариваю, хотя в жизни я боялась, я была очень закрытой. Затем мне начали говорить: а ты отличаешься в реальной жизни. Ты такая спокойная. Но внутри я всегда была талантливая, без комплексов. Просто в детстве это все закрывали страхи. Со временем, убрав вот эту стену, триггеры, страхи, получилось равенство. Вот Ранеля в жизни, Ранеля в Инстаграме. Я проявилась благодаря социальным сетям, а точнее Инстаграму, но сейчас почему-то идет обратный эффект. Модели с идеальными фигурами, чистой кожей, умные мысли, все знают, все полиглоты. Я вот постоянно должна была соответствовать нынешним стандартам, трендам, комплексы, вечный стресс. Закрываться начала. Я остановилась. Меня что, социальная паутина пожирает? Куда все делось, мое время? Детские горящие глаза и желание просыпаться по утрам. Где радость? Где смысл? А ведь я старею, а ведь я не вечная. А я что, с помощью такого ежедневного стресса зарабатывать себе на жизнь буду? Такой работы я хотела. Вот реальные цели, не придуманные топовыми маркетологами, намного интересней, я вам скажу. Они реальные, и поэтому их прям хочется делать. Вот, почему у тебя ленивая жопа, ничего не выходит, не получается? Элементарные вещи сделать не можешь, что вот в Инстаграме Z-Girl делают. Конечно, я выбиваюсь из строя, забрала, чужой график жизни. Мне как будто бы энергии не хватало на свою жизнь. Я вот раздавала налево, направо, а себе вот остатки по крупицам собирала, и мне этого было до боли мало. Сил не было, не хватало мне. Пыталась идеализированно загнать себя в рамки, правила общества, ограничений. Окей, они будут всегда, но думать об этом так часто, нет необходимости. Больше времени появилось вот на наслаждение моментом, на грандиозные идеи и вот планы в жизни, но неспешную и красивую жизнь. Скорее всего, это не навсегда, но этот шаг, он уже изменил мой фокус. Сейчас такой период, когда я решилась на действие. Всегда говорила себе, было бы классно, если бы я была в окружении творческих людей, заводилами, знаете. Я ничего не делаю, чтобы быть в числе этих людей. Я пою, танцую, снимаю видео, но это все я делаю очень редко. Я решила записаться на кастинг в модельное агентство. Как раз таки я сейчас туда иду. Не описать, как я переживаю. Перед тем, чтобы просто из дома выйти, я себя 1000 раз пересмотрела. Начала искать какие-то нюансы снизу, сверху, вплоть до родимых пятен. Такая, может быть, убрать эти родимые пятна, а потом прийти. Сказали в топике и в облегающих лосинах. К какому я даже не знаю, как я отношусь к такому. Но чтоб я добровольно на это шла, это что-то новенькое, я боюсь. А еще больше этого я боюсь отказа. Я когда поднялась к офису, там была приоткрытая дверь, и на долю секунды я приняла решение просто развернуться и уйти. И в этот момент сзади подошли другие конкурсанты, и мне пришлось сделать этот шаг навстречу к страху. Когда входная дверь, она немножко приоткрылась, я увидела огромную очередь сидящих девушек и мужчин. Мне не дадут соврать, с идеальными модельными данными, высокие, стройные, как будто всю жизнь спортом занимались, мраморно-чистые лица, уверенные походки на 15-сантиметровых каблуках. Если взглянуть в такие глаза, это готовность наброситься в любой момент и отстоять свои права. Меня вот впервые будут вот так вот пялиться на меня и оценивать. Когда начали собирать замеры, вот тут я-то поняла, что что-то не так. У меня грудь с талией одного размера были, а попа еще меньше. Я просто вспомнила про 90-60-90.
Поймите, все, кто были там, это не просто удачливые по внешности девочки, мальчики. Это такую проработанную уверенность в себе нужно просто, чтобы пойти на этот кастинг и утверждать этим, что именно ты достоин, что именно ты сможешь и именно ты прекрасен. Знаете, это про принятие себя, работу над собой каждый день, вкладываться в себя каждый день. Это не так, что вы вот раз стали моделью, и все на этом. Я просто подошла, спросили элементарные вещи, почему наша компания, что вы хотите получить, какие навыки вас интересуют. Девочки, которые рядом со мной сидели, они были настроены, мягко говоря, недружелюбно. Ясное дело, соперничество, но никогда не нужно забывать о человеческих качествах. Большая умничка, что я решилась, что не струсила и не ушла. Через день мне позвонили и сказали, что я прошла. Приглашают и ждут меня. Занималась я на протяжении месяца у них. И вот плюсы и минусы, которые я увидела в этом для себя. Ставьте лайк, чтобы не потерять эти драгоценные мысли и опыт, которые лучше бы нам поскорее освоить и внедрить в нашу жизнь. На самом деле в реальной жизни есть столько нюансов, которые вам никогда никто не расскажет. Дайте знать, если вы готовы со мной продолжать такой формат. Всем пока-пока.